Все. Ух ты. Всем большой привет из Коми, привет от Олега. Очередной поход. Это, думаю, крайний поход на мотособаке. Собрались мы на вторую избу. Крайний поход на вторую избу на мотособаке, вернее, вот так скажем. Как мы видим, уже снег тает, везде кругом уже виден ягель. Любимый корм у оленей. Сегодня минус 10 градусов, хороший наст, ехать хорошо, дорога еще более-менее. Если погода нам позволит, то до завтра будем на второй избе, завтра уже будем возвращаться, так как завтра уже начинает снова потепление и послезавтра уже дожди. Да и речки, не знаю. Вот я говорю, что сейчас поедем на вторую избу. Сейчас будет таежная речка. Сможем ли мы вообще перейти? Может, там уже все открыто. Посмотрим. До туда съездим. Сейчас пока тулана не отпускаю. Еще поедем там до таежной реки. Там уже его отпущу. На переходе. Хотелось бы переночевать еще одну ночь хотя бы. Хочется побыть, порыбачить, чисто на рыбалку, ну и так, таежные бытовые дела у избы, как всегда. Вам приятного просмотра, посмотрим, что из этого получится. Если сможем, перейдем речку и уже доберемся до избы, потому что наст хороший, идеальный, хорошо замерзло, и по новым путям пройду. Где еще вам не снимал, не показывал. По пути один ток проверим косачиной. Посмотрим. Самое главное переход речки. Потому что основная река наша уже как бы тоже уже начинает вдоль берега вода появляться. Переход опасный становится. Все, поедем. Сейчас немножко подостынет двигатель. Где-то примерно 6 километров отъехали от села. Приятного вам просмотра. Давайте еще два слова
Еду на Альбатросе. Мотособака 8L. Альбатрос 8L. Сделал коробку. Вот такую. Вроде ничего так. Багажник. Там топливо в основном. Ну и для съемки сумка. Дальше пила, рюкзак, бездельник, ледобор и лыжи. На всякий случай взял лыжи. Мост очень жесткий. Вроде бы днище не достает. Основное вот режет как бы это направляющее, которое мы сделали. Вот. Если, скажем, без этого, но мост очень жесткий. Очень жесткий. О, наконец-то выходит солнце рано утром, после 3 часов утра. Мы вышли уже сегодня. Сейчас потерпи. Еще поедем до речки и там уже отпущу. Потерпи. Двигатель уже остыл. Редуктор немножко тоже греется. Редуктор. А так, в принципе, едет потихоньку. Едем. Больше 20 километров не получается скорость набирать. Да, и куда разгонишься. Ух, напротив солнца сейчас будем газовать. По пути одного косача видел. Ну, тетерка или кополуха, не понял. Вот кто-то перелетело. Вот. Смотрите, какое солнце вон встает. И здесь винные деревья, а там вот солнце встает. Так красиво. Свежий воздух, морозный. Ягель. Вот даже и соскучился уже по всему этому. Снег за всю зиму просто надоедает. Хочется весны, лета. Да. До туда. Сейчас поедем. Переход полная шляпа, ребят. Тут все открыто уже, все, капец. Капец. Хрен переедешь, бля. Там, оказывается, все открыто. Туда, если проскочить. Да, хреновое дело. Вода пришла. Не знаю, что делать. Если я здесь заеду, туда поднимусь,
Здесь открыто полностью. Так. Интересно, а тут какая картина? Так. Разгон не смогу взять, блядь. Пробуксует. Если бы оттуда разгон взял, я бы здесь проскочил. Так, в общем, буду думать, что делать. Ну вот, ребят, видите, в каком состоянии река Таежная. Это первая Таежная река, которую сейчас будем переходить. Попробуем, что получится, получится. Не люблю на полпути останавливаться. Но завтра уже здесь не проехать. Посмотрим, как быть дальше. Сегодня наша задача, самое главное, добраться до изба там. Будем решать. Завтра, уже завтрашний день, завтра будем решать. Все, поехали. Ну вот, проскочили. Дело в том, что я ледобуром проверил. Середина толстый лед, а по бокам уже вода поднимается, и где-то сантиметров 3, наверное, лед, который быстро ломается, вон трещина пошла. А там где-то сантиметров 30 вода. На обратном пути здесь мы уже не сможем проехать. За сутки еще вода придет, и заморозка больше не будет. Ладно, поедем дальше. Бездельника отпустил, пускай побегает. Пошли. Ладно.
Ну и отсюда я еще вид поснимаю. Если посмотреть, вот такая картина. Вот. Ну все. Если на снегоходе с разгону газку дал и все. Быстрый снегоход. На буран нырнет. Мотособака тоже не такая она. Фу. Ладно. Самое главное получилось. Если завтра какая-то корка наста будет, или вообще снег, если будет держать, я вообще другим маршрутом поеду. Вообще другим. Фу. Экстрим, блин. Так. Течение бьет, смотрите. Фу, как страшно. Не люблю вот такое все. Да, вода поднимается. Капец. На этой реке у матери брат утонул на весенней охоте. Так вот, скажем, поднимались, такой крутой поворот. На вихрь 30 они газовали, поднимались. И там затор появился. Ну, лед шел. Они резко так повернули и перевернулись. Мотор мощный, а лодка короткая была. В общем, вот так и погиб он. Напарник как бы успел, доплыл до заиву, ухватился, и вас спасла. А мой, получается, дядя рано, он утонул. Вот так бывает. Еще отсюда поснимаю. Вот там бьет течение, поднимается вода. Вон там возле столба тоже промоины. Где-то он там услышал кополуха. Не кополуха, а косач или тетерка. Тулан куда-то в ту сторону убежал, может, от него. Вон она, вон. Одна птица. Тетерка или косач. Увидел. Но я услышал его. Тулан гоняет, наверное. Вот все вам хочется показать, и надо ехать. Как бы, чтобы нас этот не упустить. Сейчас по дороге буду ехать. И потом снова бураниться и целина там. Ну, наугад буду. Как бы на свои знакомые места доеду, и там уже нормально. Так.
С рыбалкой не очень. Думаю, не получится. Так, до туда я пешком пойду. Там уже ледник. Там уже ледник. Так, да. Лед. Ах, не успел, блин. На бок ложится и глохнет. Лужи большие, блин. Потерял из виду тулана. В какой стороне он? Впереди меня шел. Даже бежал, не шел, а бежал. Самое главное, чтобы никакой след не взял. И, скажем, олени или ее лоси, если будут, он просто про меня забудет, он за ними пойдет. Здесь вот такая вот место, болотистое место. Ну, очень прямая участок. Вот здесь надежде увидеть, может где-то из леса выйдет. Ну и немножко охладить. Как бы не нагреваю, чтобы редуктор не нагрелось, ничего. В принципе, все под контролем. Ехать вообще хорошо, так как все во льду. Можно по стороне ехать вдоль дороги. Где этот бездельник мой? Вообще не вижу его. Тишина. Какая-то полный штиль. И думал, тут косачи где-то такуют. Не слышно их тут. Не слышно. Значит, тока тут нету поблизости. Они издалека, их слышно сейчас. Смотрите, сколько сушины стоит тут. Просто делянка какая-то вот. Ладно, сейчас немножко постою, подожду. Все вроде пока нормально.
Прицеп. Прицеп у меня, смотрите, ё-моё. Контрагайка открутилась. Контрагайка открутилась. У меня барашек был. Просто открутилась контрагайка. Так, ладно, сейчас надо закрутить что-то. Так. Вроде должны быть гайки. Так, а тут что? Гайки-шмайки. Потому что лучше закручу. Каждый раз не поворачиваюсь смотреть. Барашком, конечно, намного удобнее, а почему-то открутилась. Так. Где он? Собаки нету. Чего у него такая скорость, что ли? Среди меня бежит. Так, ледобур пока на месте. Не потерял. Нету. Ладно, увижу, включусь. Короче, я его не дождался. Чехол вот так откинул. Как на улице мороза нету. Пускай так будет. Где он? Хрен пойми. Надо ехать. Догоняет Тулан меня, вон он. Оказывается, сзади. На охоте, наверное, был где-то. Тула, лох где? Я думал, ты впереди. Тулами. Блатней. Блатней. Лохолы? Нет, не подойдет. Наверное, за кем-то он гонялся. Бездельник мой. А? Лохолы любишь что? Нет, не подойдет. Ладно, поехали. Пошли туда. Бля. Слишком быстрый. Вон трава. Вот, ребята, где надо охотиться на уток и на гусей весной. Уже заливает все. Здесь очень много уток весной, думаю. Но он так, на это место так далеко. Да.
только пешком или на какой-нибудь вездеходе. Все заливаю уже. Как классно. Пипец. Хочу посадить тулана, но он не желает. Лох! Лох таче! Лох! Тула! Лох! 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 Всегда вот так надо подходить к нему. Лох убей! Лох все! Сейчас уже я отъехал от дороги. Поедем уже по старой дороге, по волокам, по болотам. И собаку взял. Здесь, может, чуть побыстрее буду ехать. Ну, где-то вон там подальше, возле болота, чай попьем. И дальше в путь. Ну, кофе с молоком попьем. Вообще здорово. Пока прохлада есть, но хотя уже на небе затягивает тучи. Поехали дальше. Тулана посадил бездельника. Он набегался. Нормально уже пробежал. Сейчас поедем.